Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Дорогие мои зрители, гости канала, несколько минут отниму вашего времени, расскажу по поводу личных обращений и о том, как это все происходит. Если вы желаете пропустить эти несколько минут, в тайм-коде под видео в описании вы найдете время, с которого начинается сам расклад. Итак, по поводу личных гаданий. Сразу хочу сказать, что для меня личные гадания — это не способ заработать. Я не занимаюсь гаданиями профессионально с точки зрения, это не бизнес для меня. Для меня нет цели зарабатывать именно на гаданиях. Я делаю личные гадания для того, чтобы помочь вам и для того, чтобы иметь возможность помогать нуждающимся. Многие из вас знают, я живу в Турции, страна мне это не родная, но люди, они везде должны оставаться людьми. Как ни странно, страна вроде и не самая бедная, но тем не менее очень много вокруг вот я вижу людей нуждающихся. Деток, которые ходят босиком, деток, которые на улице среди трафика тискаются между машин, пытаются продавать то салфеточки, то водичку. Людей с инвалидностью, которые вынуждены очень тяжело работать и о которых государство не заботится. Да, турецкое государство приютило огромное количество беженцев, но о своих людях, к сожалению, на мой взгляд, забота идет не совсем полноценная. Я делаю личные гадания, да, они стоят. И вот эти денежки я просто перенаправляю нуждающимся. Почему я об этом говорю? Мне недавно одна девушка написала, что дескать, я вам пишу по поводу личного гадания, а вы мне не отвечаете, хотя обещаете, что ответите. Если у вас нет времени, наймите человека, который будет вам отвечать. Дорогая девушка, к сожалению, нет у меня возможности нанимать людей, которые будут отвечать. Я не принимаю больше, чем 2 человека в день. Я стараюсь делать свою работу для всех, понимаете? Для меня важнее сделать на YouTube, чтобы побольше людей смогли посмотреть видео, получить, может быть, какие-то ответы, подсказочки на свои ситуации. Знаю, что у многих очень тяжелое положение и не всем по карману личные гадания. Да. Я в этом плане не права, я прошу всех прощения у тех, кто долго ждет моего ответа, кому я долго не отвечаю по тем или иным причинам. Так получается, мои дорогие, я делаю это не специально. К сожалению, у меня нет возможности, у меня всего лишь один телефон, на котором я работаю. Вот сейчас я записываю на мой же рабочий телефон видео, с ним я живу, на него я принимаю звонки, по нему же я работаю с клиентами, понимаете, и он у меня постоянно в работе, он у меня старенький, уже просто начал от усталости отключаться. Вы мне, мои дорогие, помогаете донатами, я знаю, огромное вам за это спасибо, человеческое, земной поклон. Надеюсь, что будет у меня возможность наконец-таки купить себе камеру и наконец-таки выходить в прямые эфиры, чтобы я могла вам в прямом эфире, всем девочкам, мальчикам, которые нуждаются, давать ответы на ваши вопросы. Потому что знаю, что вы хотите, знаю, что вам нужно это, но, к сожалению, нет у меня такой аппаратуры на данный момент. Вот, по поводу еще личных раскладов, пожалуйста. Если я долго не отвечаю, продублируйте свое сообщение. Понимайте меня правильно. Это не потому, что я какая-то несерьезная, а потому что мне просто банально иногда не хватает времени и техника, скажем так, подводит. Кто долго со мной, кто смотрит мои видео, знает, что у меня периодически то картинка прыгает, то звук пропадает. В общем, так живем, так работаем. Я не жалуюсь ни на что. У меня есть дом, у меня есть крыша над головой, слава Богу. Я этим обеспечена, а все остальное Бог даст. Милые мои, не судите строго, пожалуйста, относитесь с пониманием. На этом все, что я хотела сказать. Не обижайтесь, пожалуйста, на меня. Так случается, так получается. Жизнь, она непростая. Так, спасибо, кто остался, выслушал. Надеюсь, кому надо, тот услышал, понял и не будет на меня обижаться, и не будет мне писать таких сообщений. Нет у меня возможности нанимать себе помощников. Потому что есть люди, которым действительно нужнее. Теперь, мои дорогие, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Какие события ворвутся в вашу жизнь?
Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни мысленно, либо вслух задайте этот вопрос. Также вы можете загадать свой срок. Только не загадывайте, пожалуйста, вот день-два. Да? Вот постарайтесь подольше загадать. Итак, какие события ворвутся в вашу жизнь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую нужную, самую важную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какие такие события ворвутся в вашу жизнь. Так. Слушайте, ну шторм. Сейчас вот у кого-то в жизни просто шторм идет. Огромные волны. А вы как будто бы посреди огромного океана на крошечной лодочке, которую вот-вот очередная волна опрокинет, да, и вы окажетесь в воде. Очень какая-то ситуация у кого-то прям тяжелая по жизни. Слишком много страхов, слишком много сомнений, слишком много скрытого, да, вот человек, знаете, вот дерганый, да, вот прям от каждого шороха вы можете вздрагивать. И да, проблемы есть, да, вы пытаетесь их решать, но вот прям как сил не хватает, как возможностей нет. Вот шторм у вас, и все по жизни идет. У кого-то, кстати, очень много переживаний за какой-то хвост. Смотрите, вот рыбий хвост здесь вышел, он же и развилочка. Вот переживаете вы за что-то пустое, знаете, не за то надо переживать. Вам нужно посмотреть вокруг себя, вокруг вас сейчас тучи сгущаются. Знаете, здесь трансформация у вас идет, и здесь вам урок идет какой-то кармический, достаточно жесткий, на мой взгляд, но по-другому вы не поймете. Здесь, да, будет с вами такая штука, да, неприятная, скажем так, но эта штука, она поучительная. Знаете, вы спасете кого-то, либо вас кто-то спасет. И вам это идет, видите, в науку, в урок, чтобы вы запомнили, что нельзя так поступать, либо не надо так делать, либо нужно быть там осторожнее, аккуратнее, либо нужно быть активнее, наоборот, да, вот кто-то вот пассивит, сидит и ждет, да, пока что-то случится, а кто-то наоборот на рожон лезет. В любом случае я вижу, что вас туда опустят и сразу же выдернут, да, вот как покажут, напугают и спасут. Да, вот эта ситуация будет. Человек еще один придет в вашу жизнь и рядом с вами будет стоять. В самый сложный момент этот человек будет стоять с вами рядом. Человек этот, он случайный. Но для вас это будет случайный проходящий человек. Ну, так сложится, да. Человек просто с вами рядом станет и вам поможет. Вас спасет от какой-то ситуации, подскажет, руку подаст, да, вот сделает свое дело и уйдет из вашей жизни. Вот такой человек вам идет. Так, дальше. Здесь я вижу у вас какой-то план, вот идет у вас план мысли, что я буду делать на будущее. Знаете, есть такая пословица, поговорка, да, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот то, что вы себе думаете на сегодняшний день, планируете, это осуществится. Но осуществится с другой стороны и под другим соусом, мои дорогие. То есть вы как-то узко немножечко думаете. Вот вы не обижайтесь, да, но немножко узко. Вам вся картина, вся полнота картины, она не видна. А вот высшие силы все видят. И для вас они готовят немножечко другой путь. С другой стороны вы будете заходить. То, что хотите, получите. Причем я вижу, что намного больше получите. То есть вы даже на сегодняшний день и представить не можете, насколько много всего важного и нужного вы получите в будущем. Вас, может быть, немножечко даже, простите, самооценка занижена. Да? Вот высшие силы видят вас очень талантливым человеком, очень способным человеком. А вы немножко как себе сомневаетесь, много вот тревожности, переживаний. И вас готовят, знаете, как будто бы вы в армию пошли, да, вот вас готовят, вас подготавливают, достаточно жестко подготавливают, на мой взгляд. Но по-другому, да, тяжело в учении, легко в бою, понимаете, да? У вас ситуация начнет очень резко развиваться, очень резко меняться, буквально вот идет начало осени, вот ваши планы какие-то, вот я вижу, они все пойдут вот так, кувырком, тартарары посыпятся. Перед вами станут совершенно другие задачи, перед вами станут совершенно другие проблемы, дела, может быть, даже обязанности новые появятся. Я вижу, что вы мужаете, я вижу, что вы на ножки становитесь, и вижу, что вы будете пробивать тут какие-то стены. 2 стены идут, очень серьезные стены. Одна стена касается
вашей реализации по жизни. Это может быть учеба, работа, бизнес, карьера, вот кто чем занимается. А вторая стена — это стена вашего внутреннего ощущения. Вы будете бороться сами с собой, со своими страхами, со своими комплексами, со своими какими-то, ну, может, даже соблазнами, да, с шорами какими-то будете бороться. И знаете, ваша борьба будет успешная. Вот человек, который двумя руками, да, вот этих двух змей, две эти преграды в руках, вот, да, вот так сжал кулаки и держит за глотки. Вы победите. Правда, праздник будет с вами. Смотрите, вы у меня в центре. Человек, фигура, как песочные часы. Это знак того, что время, ваше время придет. Вот прям, знаете, как в набат кто-то застучит. Ваше время придет. Пока вы в стадии куколки, да, вот вы готовитесь, вы уже, может быть, видите там на просвет, да, что происходит вокруг вас, но вам еще страшно из этого кокона выходить. А придет время рождения, придет время, когда вы должны будете выйти из этого кокона, когда вы должны будете стать вот таким человеком-победителем. Это время к вам идет. Оно не так далеко. Здесь вот еще раз говорю, да, осень, начало осени, это как раз таки разразится гром, ураган начнется, да, все ненужное из вашей жизни будет выметаться и будет очищаться. Перед вами ваша жизнь предстанет такой, как есть. Цели, возможности, вы все это будете видеть. И знаете, вы будете идти. То есть к Новому году вы придете уже с четким пониманием, что делать, куда двигаться и чего мне нужно добиваться. Перед вами будут все звезды гореть. И вы будете знать, когда, в какой момент, какую звезду я должен ухватить, либо должна ухватить. Следующий год для вас идет просто годом приобретений, получений, роста, прибыли, хорошего здоровья, хорошего окружения. То есть у вас следующий год идет как прям награда. Наконец-таки ваше перерождение. Вот следующим годом пойдет. Мои милые, да, я вижу, тут нелегко. Нелегко, тут штормить будет, пока вы в переживаниях, пока вот тут даже больше как страх. Страх что-то делать, куда-то двигаться и активничать. Но вы готовитесь и готовитесь вы действительно к решающим переменам в своей жизни. Я хочу вас предупредить, что вы слишком сильно ушли в себя. Вы что-то в доме не замечаете. Вот дом, близкие люди, родственники, друзья, что-то вы в них не замечаете, что-то с ними происходит. Вам бы немножечко отключиться, переключиться со своих проблем на ваших близких, и вы поймете, кто-то очень сильно нуждается в ваших добрых словах, в вашей подсказке, в вашей помощи. То есть нужны вы кому-то. Да, тут такое идет. А кто-то должен себя немножечко стряхнуть вот эту вот суету, вот этот морок, который на вас есть. Здесь очень хорошо подойдут, может быть, какие-то чистки, духовные практики, йога может помочь. Пора, девочки, мальчики, пора меняться. Вас к этому долго ведут, подводят, и наконец-таки приходит ваше время серьезных перемен. Мои дорогие, на ближайший срок, я вам сказала, у вас тут много переживаний. Но переживания, понимаете, они необоснованные больше идут. С этими переживаниями вы уже как будто бы давно живете. Вам нужно готовиться к серьезным переменам, которые произойдут у вас уже к концу лета, да, начало осени, серьезные перемены. К Новому году вы должны прийти уже совершенно другим обновленным человеком. И у вас жизнь меняется. Я вижу, что у вас прям ненужные хвостики будут отпадать. И вы вот пробиваете эти две стены, мои дорогие. Все у вас будет хорошо. Так, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.